Здравствуйте, дорогие мои друзья! Вас приветствует город Мирный, Республика Саха-Якутия. Наконец завершилась наша эпопея по покорению города Якутска. Удачно съездили мы туда, все прекрасно, все хорошо. Были, конечно, свои нюансы, были у нас, как говорится, всякие разные моменты, но мы, как говорится, как в армии, мужественно перенесли все лишения и невзгоды и вернулись наконец в свой родной город, город Мирный, алмазная столица. Опа, опять на зеленый, на красный попал. Ну, ничего. Друзья, как обещал, все, что планировалось, все выложил, все показал, все рассказал. Друзья, видите, да, автомобиль в целости, сохранности. Все только для вас этот контент снимался. Друзья, еще последнее видео я сегодня выложил о том, такой интересный момент, такое интересное видео, вернее, о том, мой опыт, как я покупал автомобиль на аукционе в Японии. Вот, поэтому, если кому-то это интересно, может кто-то в будущем захочет приобрести автомобиль, пожалуйста, смотрите мое сегодняшнее видео, я его выложил уже, оно в свободном доступе. Если нужно будет, конечно, я в конце там ссылочку сделаю. Ну, все, кто подписан на нашем канале, обязательно получают. Если у вас колокольчик нажат, вы обязательно получите уведомление о выходе видео. На всякий случай еще в конце ссылочку дам. Так, на чем это я остановился? Так вот, мои друзья, значит, я постараюсь выложить обязательно ссылочки на все наше видео, на все наши видео последние, которые мы засняли, 6 серий нашего путешествия в город Якутск. Как говорится, ударили мы автопробегом по бездорожью. Надеюсь, нас услышат, надеюсь, нас увидят. Господа Росавтодор, давайте уже как-нибудь там наращивайте, блин, темпы строительства. Ну вообще, ну невозможно, ну елки-палки, ну что это такое? Дорога была, и дороги вот тебе бац, нету. Ну в смысле как? Она хотя бы была грунтовая, а теперь она никакая. О, ребята, арбузики, надо заехать арбузик купить. О, друзья мои, заехал, арбузик купил. Тут у дороги узбеки продают арбузы. Нормальные, в принципе. Я уже как-то один раз взял, вот буквально перед нашей... Нет, вру, уже после поездки нашей я взял арбуз. Очень сладкие, маленькие, вроде узбекистанские арбузы. Сладкие, красные, не помятые такие, не дряблые. Нормальные. Просто их что-то вот тут 2 дня не было. Куда-то они уезжали или что, какая-то перетусовка у них была. Я уже думал, все, наверное, в этом году не поем больше арбузов нормальных. Говорят, еще где-то казахские продаются, но казахские они давно были завезены. И они такие большие, крупные. Я как-то им не очень доверяю, потому что они появились прямо в июне месяце, с самого начала. Я думаю, наверное, они там все нитратные. Хотя, кто их знает, никто их не мерил. Так, а мы едем вот по объездной дороге. Это вокруг Солдатова объездная дорога для грузового транспорта. Едем мы в транспортную компанию Авианорд. Сейчас там прилетел самолет, мы груз получим и отвезем на работу. По поводу арбузов, кстати, арбузы 70 рублей килограмм. В Якутске, если вы помните, я там снимал видео тоже в Нижнем Бестяхе, арбузы тоже были по 70 рублей. Так вообще в городе у нас, в городе на рынке и в магазинах арбузы от 80 до 100 рублей. Это просто ребята здесь, видимо, без налогов как-то торгуют. Какими-то обходными путями. Все, мы выезжаем на шоссе Кирова. Рудовозку проехали, едем дальше по Кирова туда, в сторону Чернышевского шоссе. Ну, уже, в принципе, по-моему, называется вот это Чернышевское шоссе. По поводу нашей поездки, друзья, огромное всем спасибо, огромный респект всем, кто оставлял комментарии, кто писал нас, кто поддерживал.
столько пожеланий в дорогу, всяких разных, и здоровий, блин, и вот всего-всего, что можно было пожелать автолюбителям, да, ну, то есть нам, участникам этого автопробега. Мне, Анатоличу, там тоже столько пожеланий, здоровья и успехов, блин, чтобы в дороге с нами ничего не случалось. Просто всем жму крепко руку. Огромное-огромное спасибо. Слава богу, все наш вообще просто обошлось, все хорошо, без всяких приключений особых там. Ну, блин, единственный прокол колеса я не считаю вообще приключением, какой-то там неисправностью. Так все хорошо, везде нам просто, везде сопутствовала нам удача, понимаете? Люди рассказывают, что бывали по полдня проводили на паромах. Все паромы, все 10, не считая якутских, в Якутске еще 2, получается, парома. Мы нигде не ждали более 5 минут. Первый был единственный, вот да, мы подождали там 30 минут его в Крестяхе. Самый первый паром, который мы встретили на ту сторону через Вилюй. И все. А остальные паромы мы подъезжали, грузились, плыли. Подъезжали, грузились, плыли. Все абсолютно. Вот такие вот нам, такая сопутствовала нам удача. Видимо, ну, как говорится, наш водительский бог был с нами. Вот такие вот дела. Так, сейчас мы тут получим груз. И... да, я уже сказал, да? Получим, отвезем. Друзья, лето, Мирный. Город Мирный готовится к своему празднованию, юбилея. Сколько-то летие города Мирного. Вы слышите, музыка играет. Коронавирус отступает. Это как в старые добрые времена, знаете, колокольный звон разгонял всякую заразу, особенно когда там нападала какая-то всякая, блин, то саранча, блин, то грипп, то, как она называется, блин, всякие страшные болезни, когда раньше нападали, то в колокола звонили, люди пели песни и таким образом разгоняли, блин, заразу. Так и у нас вот включили музыку. Ну, вообще сегодня пятница, конечно. Пятница, конец рабочей недели. Люди стараются уже, как бы, подготовительный процесс уже идет вовсю, чтобы отдыхать, гулять, ехать на дачи, в лес, кушать шашлыки. Короче, отдыхать. У нас сегодня на работе отключение электроэнергии, и я решил немножко тоже отдохнуть. Заодно вот проехаться по городу, по своим делам, вот транспортный съездил. Заодно поснимать для вас немножко интересного контента, интересного видео о городе Мирном. Ой, нифига как громко. Громкоговорители работают. Работа, как говорится, все равно меня требует. Телефоны постоянно звенят, не дают нам отдохнуть. Как бы мы ни старались от нее отлынивать от работы, ни хрена ничего не получается. Клиенты звонят, требуют, чтобы мы поремонтировали им автомобили. Да, кстати, немножко, вот, конечно, в грузовичке удобнее было снимать видео. Там не такой, отсутствовал капот, вернее, полностью. Здесь хоть капот немножко мешает. Его все время видно там на камеру. Ну ничего, я думаю, он вам мешать не будет, потому что мы с вами будем продолжать снимать наши видосики. Будем снимать про город Мирный. Будем выкладывать для вас новости, информацию. Все самое-самое интересное, самое передовое. В общем, ждите. Будем снимать для вас самые интересные моменты жизни. Друзья, только что встретил на улице вот подписчика. Поздравил нас, меня вернее, поздравил с покупкой автомобиля, с окончанием нашего автопробега. Наш подписчик сказал только, что посмотрел наш ролик. И вот прям вот буквально это все минуту назад произошло. Огромное вам спасибо, что смотрите. Спасибо, что не забываете про нас.
Не забывайте оставлять нам комментарии. Очень приятно, очень-очень приятно. Прям огромный всем респект. Особенно вот таким людям, которые встречают на улице, узнают. Ну, понятно, такой автомобиль трудно не узнать в городе. Вот такие вот дела, друзья, вот такие вот. Вот видите, на новых и товарищ. Вот только что встретился, помахал нам ручкой, сказал, блин, все окей, все, респект. Огромное и вам тоже спасибо. Так, а мы продолжаем наш путь. Друзья, вот мы сейчас едем по улице Мосова. Машин в городе стало очень много. Коронавирус почти отступил. На самом деле огромное количество людей находится в госпитале, проходят лечение. Вот автомобиль скорой помощи новый, видели, да, проехал, желтенький такой. Недавно был получен нашей больницей. Очень странный, на первый взгляд, автомобиль такой на базе УАЗа Патриот. Я, честно говоря, первый раз такое вижу. Ну вот, если где-то мне получится поближе его рассмотреть, обязательно снимем про него что-нибудь интересное. Так, что еще новенького у нас, друзья? У нас идут дожди почти каждый день, каждую ночь. Вот как только мы приехали, у нас начался сезон дождей. Мы прям влетели в город, и за нами шел дождь уже. Все, за нами уже по трассе Вилюй уже люди начали утопать в этом песке, в этой глине. Стали в соцсетях появляться ужасающие такие видео и фотографии утонувших автомобилей, прям буквально по самое не хочу. Да, вот нам прям повезло с этой поездкой. Мы нигде не встретились с дождем. Конечно, лучше все-таки пыль, чем дождь. Иначе мы могли где-то встрять на своих маленьких автомобилях и долго-долго где-то выковыривать их из грязи, из якутской грязи. Поэтому, друзья, если вы собираетесь проехать по трассе, смотрите прогноз хотя бы на сутки-двое, чтобы вам нигде не встрять. Не встрять, все правильно. Итак, друзья, что у нас еще нового? Смотрите, в этот день в России празднуется День морской авиации. Это праздник тех самых летчиков, которые служат именно, взлетают, поднимают свои самолеты в воздух с авианосцев и туда же их сажают. Вот такой вот праздник, он отмечается примерно с времен Великой Отечественной войны, когда первые самолеты, гидросамолеты, скажем так, первые гидросамолеты совершали боевые вылеты, боролись, значит, с самолетами противника, короче, ну и побеждали их, естественно. Так, а что еще у нас новенького? Новенького у нас то, что наш город готовится к празднованию. Праздник этот называется День алмазодобытчика. По-моему, он же День металлурга. И он же, кстати, будет наш День города в этом году. Мирницы в этом году празднуют 65-летие нашего города. Празднования, значит, запланированные очень грандиозные. Но в связи с тем, что коронавирус, и праздновать мы будем, ну, не совсем как обычно. Хотелось бы, конечно, и шашлычков там на площади. Хотя летние кафе, конечно, открыты. Но я не думаю, что нам устроят концерт, дабы не провоцировать людей на общение с друг другом на площади, и, может, там, чтобы не перезаражать друг друга. Вот. Особо никакой такой программы я празднования не видел в соцсетях. Ну, как-то, в общем, люди будут отмечать, может быть, каждый сам по себе, может, люди погуляют в парках, покатаются на аттракционах. Кстати, у нас, по-моему, в парке
Но в прошлом году я точно видел, у нас была карусель. А мы едем в транспортную компанию «Энергия». Раньше она находилась по адресу улица 8 марта, а теперь она переехала в гаражи на северо-восточной Котельной. Я этого не знал, если честно, блин. Ну вот мне пришел груз, такая «Энергия». Где-то месяца полтора назад я купил в одном интернет-магазине запчасть себе и попросил отправить ее «Энергией». Так, по-моему, это было... Ой, не знаю, советовать вам или не советовать. Ну, смотрите сами. Дело такое, вот слишком большие сроки по доставке ТК «Энергии». Может быть, с Новосибирска или Иркутска они быстрее возят, но вот с Хабаровска долго. Это они находятся в третьем ряду, третий ряд гаражей в северо-восточной Котельной. Дорога здесь ужасная, разбитая, почти такая же, как по трассе Вилюй, но деваться некуда. Вот видите, открытые ворота. Вот это транспортная компания «Энергия». Сейчас я зайду туда и заберу свой. Там подкрылок мне пришел на машину. Так, все получил я груз. Вот смотрите, видите, вот такая вот маленькая хреновина. Это подкрылок, он свернутый просто. Друзья, оказывается, с Новосибирска отправляли его. Почему так долго, я, если честно, теперь вообще в сомнениях. Я, наверное, больше не буду пользоваться этой компанией. То, что они там, видимо, или из-за переезда, или из-за чего, я не знаю, в общем. Как-то все это не так, как надо. Ой, пристегнулся, забыл. Ну вот, в принципе, все. На сегодняшний день, как бы, рабочий день закончился. Можно уже ехать домой. Начнем готовиться к празднованию Дня города. Будем надувать шарики, гладить флаги. Что там еще надо? Клеши разгладить, стрелки навести, короче, почистить ботинки. И все, и завтра можно уже выступать на центральную площадь нашего города. Я, конечно, шучу. Скорее всего, я завтра иду на работу. А что делать? Наше тяжелое, нелегкое такое время, надо как-то выживать. Вот и мы будем выживать. Пойдем завтра немножко поработаем. Потому что в нашей стекольной мастерской всегда есть заказы. Люди ездят за город, люди ездят по этим разбитым дорогам. Кто-то просто перегоняет машины из других городов с трассы Вилюй или просто с Ленска, допустим, с баржи едут. Обязательно ловят камни, стекла бьются, их надо ремонтировать. Очень-очень много людей это как бы пользуются нашими услугами. Если нас не будет, а мы вроде как одни пока в городе, даже не то чтобы одни, многие люди уже пробовали, открывали тоже стекольные мастерские по ремонту автостекол, но что-то у них как-то шло не так. Что-то пошло не так, и они закрылись. А мы уже ремонтируем стекла, если не соврать, где-то 16 лет. Без изменения адреса. Мы всегда на одном и том же адресе, СТО Автомакси. Так что приезжайте, если у вас небольшой скол на стекле или небольшая трещинка. Да, любые, в принципе, повреждения на лобовых стеклах, приезжайте, мы вам поможем. Мы также меняем стекла любые, передние, задние, боковые, подъемные, собачника там, в общем, вот такая у меня получилась сегодня незатейливая реклама. Друзья, вот честное слово, я не знаю, как так получилось, но мы уже 16 лет ремонтируем стекла. И на самом деле, как-то я первый раз, наверное, рекламирую этот наш такой вот лайфхак.
Многие знают, да и в принципе любой, кого не спроси, любой человек в городе знает, где ремонтируют стекла. Если не знаете, ребята, приезжайте. Вот шоссе Кирова, поворот на ресторан Пегас. Мы вас ждем. Кто не знает, кто знает, все приезжайте. Мы вам всегда поможем. На крайнем случае, блин, ну, расскажем, что сделать. Может быть, просто кому-то посоветовать. Надо заменить стекло. Потому что уже там повреждения такие несовместимые, блин. Друзья, мне сейчас нужно будет заехать вот здесь вот в переулок небольшой. Хотел вам его показать. Это вот сворачиваем с Кирова. И это проулок идет параллельно улице Ленина. Вот они, эти старые эти двухэтажки. Ленина 44, там, ну, вот эти 42, 44, 46, крайние. И здесь, заметили, вот асфальт. Здесь положили асфальт, шикарнейший вообще асфальт, по которому можно ездить по этим проулкам. Этот, видите, магазин Купец. Я как-то его снимал. Раньше здесь на этом месте стоял просто ларек. Он даже, по-моему, был круглосуточный. Магазин Купец. Потом вот этот проулок мимо улицы, как она тоже, короче, мимо этого дома под названием Титаник. Да, Титанику, да, правильно. Вот он, по-моему, 5-подъездный этот дом. Здесь также все заасфальтировано, все забетонировано. Все шикарные здесь дороги такие. Народу повылазило много сейчас. Все ходят, гуляют, ребятишки играют. Вообще, блин. Все хочется сказать, что наконец-то это закончилось. Это коронавирусная эпопея. Наконец-то она, ура! Нет, ребята, блин, нифига ничего не закончилось. Все продолжается. Просто люди уже все уже забили на это дело. И не хотят больше болеть. Конечно, стараются как-то беречься, как-то оберегаться, блин, маски носить. Я все проезжаю мимо этого шикарного детского городка во дворе. Вот. За магазином Лимон он находится. Ребята гуляют, отдыхают, общаются. А вот здесь открылась какая-то супер шаурма за Лимоном. Надо как-нибудь зайти, обязательно что-нибудь прикупить, какой-нибудь шаурмин себе. Оп-оп-оп-оп-оп. У нас там свадьба. Пела и плясала. Смотрите, мы сейчас встретим свадьбу. Блин, где она? Слева или справа? Я вообще не пойму. Вот слышу, бибикают где-то. А где они? А, вот они, да. Нифига себе, ребятки, блин, балдеют. Повылазили из-за окон. Ёлки-палки, вот дают вообще безбашенные. Ай-яй-яй-яй, что творят. О, ну нифига себе, я такого давненько не видел. Ай, совсем, блин. Вот это да, вот это да. Причем я их уже 3-й раз вижу в городе. Но я не снимал, снимаю 1-й раз. Вот это они творят, блин. Блин, опасно, можно же выпасть с машины. По-моему, они пьяные. Ну, будем надеяться, что все пройдет у них нормально, никто не выпадет. И все останутся живы. Ай-яй-яй. Творят же, блин, такое. Кого нет? Так, мы получили груз транспортной компании. Сейчас мы отвезем его к себе в автосервис. В принципе, по-хорошему надо бы его разобрать, рассортировать и приготовить его уже к выдаче и к ремонтам. Что у нас тут? Мы опять видим наш родной кинотеатр Якутск, обновленный, весь такой красивый, лощеный. Скоро уже, наконец, наверное, очень скоро хочется, чтобы он открылся, сходить в кино, блин, театр. А то уже там актеры, блин, вообще засиделись, наверное, уже заплесневели там. Ну как так?
Это ж их заработок. Кто им, блин, кто будет кормить их семьи? Ай-яй, у нас Мирнинский театр есть. У нас к нам приезжают приглашенные актеры. Очень много приглашенные бывают. Целыми труппами приезжают, идут свои спектакли. Ну, кто ходил на Мирнинские спектакли Мирнинского театра с нашими актерами, с местными, очень все, блин, хвалят. Хвалят прям. Я, насколько знаю, там они все спектакли у нас проходят на ура. Прямо полный у нас аншлаг, всегда полный. И зрители, я насколько знаю, всегда сидят на сцене, там специально как-то у них там все это оборудовано, все это как-то так замысловато все сделано. Я не ходил, врать не буду. Вот у меня супруга ходила, и многие друзья, знакомые ходили, прям такие, под таким впечатлением приходят, не ожидали. Вообще Мирнинский театр, такие актеры, они так играют, вообще так живо. Просто, блин, ну, люди получают настоящее удовольствие от этой театральной этой жизни, блин. Обязательно сходите, если кто вот не был, как только откроется, как только разрешат нам проводить театральные вот эти все мероприятия. Товарищи, поехали наши на рыбалку, на охоту, блин, на речку, на купание, на плавание, короче, зацепили лодку и вперед поперли. Семьями едут люди, конечно, отдыхать на выходные, там день металлурга, день алмазодобытчика отмечать. Красавчики. А мы будем работать. Ну, блин, так получилось. Ничего не могу с этим поделать. А вы, друзья, не забывайте подписаться на наш канал. Обязательно оставляйте свои комментарии. Может быть, что-то кому-то нужно посмотреть, что-то показать. Я обязательно съезжу и засниму. Что-то сегодня как-то тучи, вон, смотрите, какие нашли, блин, на город. Мы потихоньку передвигаемся. Сейчас вот нам нужно заехать в магазин «Контакт». Понадобился провод резиновой оплетки. Надо удлинитель сделать подходящий такой, чтобы киловатта так на 3 выдерживал. Это, наверное, надо 3 на 2,5 квадрата, наверное, купить такой резиновой оплетки и сделать удлинитель. Вот, сейчас посмотрим. Магазин «Контакт», в принципе, работает, по-моему, до 7 часов. Это имеется в виду электромаркет. И, по-моему, он должен быть сейчас еще открытый. Время без 27. Я думаю, успею. Хотя сегодня пятница. Посмотрим. Так. Это вот мы свернули уже на Индустриальную. Смотрите, вот у нас магазин «Наш Маркет», кто знает, может кто-то здесь частенько отоваривается. Я, если честно, как-то в него не очень. Вот, магазин «Электромаркет Контакт». Опа. Контакт. Сейчас зайдем, купим нужный нам провод и пойдем. Так. Опа. Слушайте, тут такой, короче, девайс обнаружил на нашем автомобиле. Я даже не знал. Вот честно вам скажу, это, блин, для меня просто был нонсенс. Смотрите. Закрывается как машина, блин. Открывается вот так, а закрывается вот так. И все. Вообще обалдеть. Вот японцы, блин, просто у них фантазия вообще безграничная, как они это любят делать. Здравствуйте. А провод кто может дать? Это кабель отмотать? Ага. Все, кабель куплен. 800 рублей. 10 метров пербукер. Так. Ну все. Еще один раз. Опа! Зашибись вообще. Ай, красота. Блин, честно скажу, я даже не знал, что машина так открывается, закрывается.
инструкцию, ключик доставал все время и нажимал, блин, открыть, закрыть. А тут случайно сегодня приезжал клиент на Toyota Land Cruiser 150 у него. Он говорит, смотри, какая фигня. Раз тоже пальцем провел по ручке. Оба, она закрылась. Руку хоп, ручку засунул, она открылась. И тут до меня доперло, что у меня тоже такое может быть. И оно бамц. Есть. Ой-ой. Вот японцы, блин. Вот народ, блин. Реально, блин, просто безграничная у них фантазия, блин. Что они только не придумывают в эти машины, блин, всякие девайсы всякие пришпандыривать. Кстати, ребята, сразу вам вот скажу. Расход топлива значительно вырос по сравнению с трассой. То есть мы по трассе ехали, у нас было, ну, по японским, но у них свое мероизмерение. Короче, получается, я ехал, у нас было сначала 14,5 километров я проезжал на 1 литре. Потом дорога стала хуже немножко. Мы стали проезжать в районе 13,5 километров на 1 литре. Потом я смотрю, у нас стало 13,1, 13. Ну и где-то в районе 13-13,1 держалась до самого города Мирного. Такой вот по трассе. Независимо от ее состояния, там, ну, где-то хуже, где-то лучше. В среднем было 13 километров на 1 литре. И теперь вот, смотрите, я вам показываю. Вот верхняя строка, это 7,9 километра на 1 литре по городу. Кстати, я это заметил не впервой. Я точно так же предыдущий свой автомобиль пригонял, Toyota Ractis, из Японии. Тоже так же покупал его в Владивостоке на зеленке. Там даже было немножко побольше. Там я проезжал что-то около 20 километров на 1 литре. Да, там прям вообще такой был расход топлива. Ну, во-первых, она была легче. Она всего тонну весила, эта машинка. А это почти 1,5 тонны весом. Поэтому у нее расход топлива побольше. Ну, что сказать, блин, ну по-божески. По-божески 8 километров на литре, это тоже неплохо. Это городской цикл. Это, блин, это вам не Америка. Здесь светофоры через каждые 50 метров нафиг. Если не светофор, то полицейский, блин. И вот так и тормозишь, то газуешь, то тормозишь, то тормозишь, то газуешь, блин. Из-за этого очень сильно расход топлива возрастает. Ну и это опять-таки, я вот недавно заправился, одометр сбросил на 0. Через недельку мы посмотрим, когда я выкатаю хотя бы километров 100 наезжу по городу, и мы посмотрим, что из этого выйдет.